В ближайшее время автобусы городского общественного транспорта оборудуют рециркуляторами. Устройства для очистки воздуха в общественном транспорте необходимы и в сезон подъема ОРВИ, и особенно при угрозе распространения коронавируса. Когда общественный транспорт Якутска оснастят очистителями воздуха, узнавала наш корреспондент Юлия Михайлова. Входящий в устройство воздух с помощью вентилятора внутри будет обеззараживаться ультрафиолетовыми светодиодами. Рециркулятор для обеззараживания воздуха разработали якутские инноваторы. Выпускать новинку в промышленных объемах готовы на научно-производственном объединении в городе Зеленограде. Ультрафиолетовые светодиоды, они более лучше, чем обычные ртутные лампы. Проще в исполнении, вольтаж 12, 24, 5. Не имеют ртутные лампы, безопасные. Уже сейчас в Москве одна из фирм такси закупила у Ростеха портативное устройство для обеззараживания воздуха. Якутское ноу-хау разработано для общественного транспорта. Сейчас аппараты тестируют в нескольких маршрутных автобусах. Будем смотреть, хватает ли кулеров, сколько нужно для объема и так далее. И еще у нас соглашение с лабораторией СВФУ. Будем делать пробы. Разнообразные пробы воздуха, замеры бактериальной обсемененности, органической напряженности и так далее. Ежедневно в Якутске курсирует свыше 600 маршрутных автобусов. Особенно в час пик безопасную дистанцию в 1,5 метра соблюсти не представляется возможным. Тем не менее, горожане оценивают новшество неоднозначно. Я думаю, нужное, наверное. Почему бы и нет? Необходимо, конечно. Делается только для того, чтобы деньги как-то откачать, получить. Да, все, а больше никаких других целей я не вижу. Пока не все водители общественного транспорта ознакомлены с грядущими изменениями. Не знаю. А вообще нужно вот так вот, чтобы вы же в первую очередь рискуете? Нет, не нужно, наверное. Почему? Мне ехать надо. На поставку рециркуляторов для общественного транспорта компания «Джерай» заключила соглашение с Союзом авто и мэрией столицы. Стоимость одного такого аппарата – 3700 рублей. Юлия Михайлова, Григорий Охлопков. Новости. Якутск.